Наверное, Челебиджихан. Сейтумер Эмин. Потому что как-то вот один из первых сборников, который мне в руки попался в осознанном возрасте, и оно как-то так осталось, знаете, когда вот выжигает, как матрица, и ложится на сердце. Вот прям целая куча, и как бы не могу вырвать кого-то одного и сказать. Сейчас целая плеяда молодых поэтесс. И это не что-то вчерашнее, это сегодняшнее, но это так здорово. И вот Динара Аджиева, столько философии в стихах, и Алия Кинджалиева, и Сиаре Корче. Ну, то есть даже не надо, там можно перечислить вот метров, а можно обратиться к сегодняшнему дню и понять, как здорово, что прям целый куст поэтов у нас есть, как и художников. Не скажу, к сожалению, что я прям знаток крымско-татарской литературы, но мне очень нравится читать Юрия Усманова. Это политическая литература и его труды. Сказать, чтобы прям какой-то был именно любимый, не могу, поскольку я не охватила большой пласт. Но вот я помню, меня очень впечатлило произведение Исмаила Гаспралы «Молла Аббас». Тот срез эпохи, который он дает там во время своего путешествия, как он оценивает политическую, экономическую там ситуацию в Европе. Вот я помню, меня очень впечатлило. И еще меня очень впечатлило в этом произведении язык, которым он написан. То есть не тот литературный крымско-татарский, который мы там употребляем сейчас или читаем в газете, а такой ближе, наверное, может, к турецкому. Ашихумер, потому что у меня называется улица такая. Не могу сказать. Шемизаде. И шейлер шаннан ахмагела шинжи. Шахмаду юха. У меня это хромает. Вот это минус мой. Тоже как-то далеко от этого. К сожалению, вот со своей литературой хромаем, но вот Аблязиз Велиев более современнее, будем так говорить, более ближе, и в то же время и с историческим ракурсом, и со всеми устоями, скорее вот так.